Здравствуйте, уважаемые будущие коллеги-лингвисты. Я являюсь научным сотрудником сектора исследования языков народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук. И, конечно же, буду акцентировать внимание на генетической принадлежности и типологических особенностях языков народов Сибири. Вы знаете, что генеалогическая классификация языков – это классификация языков по родству, уходящему вглубь тысячелетий. Термин «генеалогия» восходит к греческому «генеалогия» – родословная. Родство языков устанавливается сравнительно-историческим методом. Родственными принято называть языки, которые, возникнув из одного и того же источника, праязыка, обнаруживают древние корни, аффиксы и регулярные фонетические соответствия. Так, например, на территории Северной Азии представлены живые, то есть на которых говорят, они могут быть письменными и бесписьменными, самодийские языки – ненецкий, энецкий, многоносанский и селькупский. Все они, по данным сравнительно-исторического языкознания, восходят к прасамодийскому языку, который, в свою очередь, выделился из прауральской языковой общности примерно в V-IV тысячелетиях до нашей эры. Самостоятельно существовал как совокупность контактирующих диалектов приблизительно в течение 3 тысячелетий и распался на несколько ветвей на рубеже нашей эры. Эти ветви и представлены в настоящее время живыми – ненецким, энецким, многоносанским и селькупским языками. Следует подчеркнуть, что сравнительно-историческое исследование языков – очень сложная процедура. Так, эпиграфом к словарю «Опыт сравнения ностратических языков» сравнительный словарь известного российского ученого Ильича Свитыча служат такие строки. «Язык – это брод через реку времени. Он ведет нас к жилищу ушедших, но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды». То есть сравнительно-исторические исследования требуют высокого профессионализма лингвистов. Сравнительно-историческое языкознание возникло в начале XIX века, и в результате более 200-летнего исследования представило генеалогическую классификацию языков. В ней выделены основные семьи родственных языков. Это индоевропейская семья языков, тюркская семья языков или тюркские языки, уральская семья языков, тунгусо-маньчжурские языки, кавказская семья, китайско-тибетские языки, семито-хамитские языки, монгольские, палеоазиатские, то есть древнейшие азиатские языки, к числу которых относятся чукотский, корякский, тельменский, юкагирский, кетский. Это языки малых этносов Сибири. Внутри семьи, то есть совокупности всех языков данного родства, по степени родства выделяются группы или ветви, подгруппы и отдельные языки. Индоевропейская семья самая распространенная. Индоевропейские языки распространены большей степенью в Европе, но есть и в Азии, Америке и даже в Австралии и Африке. Наиболее крупной является индийская ветвь в индоевропейской семье. К индийской ветви принято относить более 96 живых языков. Наиболее известный язык – это хинди, государственный язык Индии наряду с английским, и урду, государственный язык Пакистана. Эти языки имеют близкое родство и обычно объединены общим названием хиндустани. К числу известных языков индийской ветви принадлежит также язык сингальский, язык государственный язык Шри-Ланки на острове Цейлон и язык Непали в Непале. Мертвым языком индийской ветви является санскрит или ведийский, классический литературный язык древних индийцев с 3 века до нашей эры по 7 век нашей эры. Санскрит – язык древнейших священных книг индийцев, Вед. Следует подчеркнуть, что именно открытие санскрита явилось толчком для возникновения сравнительно-исторического языкознания. Во второй половине XVIII века в Калькутте был учрежден Институт восточных культур,
И европейские ученые, изучив санскритские рукописи и обнаружив сходство с латинским, греческим, германским и кельтскими и другими языками, положили начало сравнительно-историческому языкознанию. Основоположником сравнительно-исторического метода исследования принято считать немецкого языковеда Франца Боппа. В 1816 году Франц Бопп опубликовал работу о системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германских языков и высказал предположение, что все эти языки принадлежат к одному семейству. С самого начала с ним выдвигается датчанин Расмус Раск. Его работа «Исследование происхождения древнесеверного исландского языка». Далее немец Якоб Грим, создавший историческую грамматику немецкого языка, в которой история немецкого языка излагается в сравнении с другими германскими языками. А также Александр Востоков. Его работа «Рассуждение о славянском языке». В ней он продемонстрировал технику сравнительного исследования на материале славянских языков. Важно подчеркнуть, что сравнительно-историческое языкознание – это не просто этап в науке, который был и прошел. Это именно направление лингвистических исследований, которое возникло в начале XIX века, развивалось в дальнейшем, причем очень бурно, и существует в настоящее время. И в прошлом, и в начале XX века оно было господствующим направлением лингвистических исследований и особенно в лингвистическом образовании. Оно было основой университетского лингвистического образования. К настоящему времени есть даже попытки на основе реконструированных праязыков реконструировать прапраязыки, например, ностратический. Датский ученый Педерсен выступил со смелой гипотезой, предполагающей родство индоевропейских, семито-хамитских, чукото-камчатских, уральских и ряда других языковых семей Евразии. Согласно его концепции, все они образуют огромную сверхсемью. Все они восходят к одному праязыку, ностратическому. Термин от латинского «ностер» означает «наш». Несколько подробнее я об этом скажу позже. Далее мы должны проследить основные семьи, основные ветви в индоевропейской семье языков. После индийской ветви наибольшее количество говорящих на иранской ветви. Иранская ветвь включает более 10 языков. Наиболее известные из них – это персидский, фарси, официальный язык Ирана, государственный язык Ирана. Это государство, как вы знаете, на юго-западе Азии, Исламская республика. Далее афганский язык, пашто или пушту, государственный язык Афганистана, также государство в юго-западной Азии. Далее таджикский язык, государственный язык государства Таджикистан. Это на постсоветском пространстве. А до этого Таджикистан на юго-востоке Средней Азии был союзной Советской Республикой. Ну, столица Душанбе, вы знаете. Осетинский язык. Язык Республики Северная Осетия. Это тоже на постсоветском пространстве, а ранее Северо-Осетинская автономная социалистическая республика была со столицей Владикавказ. В настоящее время есть еще и Республика Южная Осетия со столицей Схинвал. И в них осетинский язык является государственным. Далее курды, курдский язык. Это народ в Турции, Иране, Ираке, Сирии, в Закавказье. Ну, курды тоже мусульмане, шииты, сунниты, езиты. Мертвый язык в иранской ветви – язык скифский. Скифы кочевали в степях по северному берегу Черного моря и на восток до границ Китая в первом тысячелетии до нашей эры и в первом тысячелетии нашей эры. Наибольшая близость иранской ветви прослеживается с индийской ветвью, и поэтому объединяется общим названием индоиранская ветвь. О славянских языках, я думаю, вы знаете. Я коротко скажу, что это 3 группы. Восточная группа – русский, украинский, белорусский, наиболее близко родственные языки. Западная группа – чешский, словацкий, польский, кашубский. Кашубы проживают на побережье Балтийского моря. Мертвый язык – палапский, который вымер в XVIII веке, а ранее был распространен по обеим берегам Лабы, Эльбы в Германии. Южнославянские языки – это болгарский, македонский, сербо-хорватский, славянский и мертвый язык старославянский или древнецерковнославянский. Подчеркну, что болгарский язык
образовался путем скрещивания славянских диалектов с языком камских булгар, и вследствие этого получил название болгарский. Далее балтийская ветвь – это языки литовский, латышский, латгальский. И мертвый язык прусский, который вымер в XVII веке. Германская группа, наиболее, наверное, вам знакомая, это северно-германская или скандинавская ветвь, языки датский, шведский, норвежский, исландский, фарерский. Западно-германские языки – английский. Вы знаете, что литературный английский язык сложился в VI веке нашей эры на основе лондонского диалекта. Далее языки голландский с фламандским, фрийский, немецкий и идиш. Идиш – это новоеврейский язык, то есть верхненемецкие диалекты, смешанные с элементами древнегреческих, древнееврейских и славянских языков. Ну, мертвый язык в этой группе готский. Готы – это группа германских племен. В III веке они жили в Северном Причерноморье. Делились, как вы, наверное, знаете, на остготов и вестготов, западных и восточных готов. Очень интересная и многочисленная романская ветвь. Это прежде всего языки французский, итальянский, испанский, португальский, румынский, молдавский. Мертвый язык латинский – это литературный язык Рима с III века до нашей эры по первые века Средневековья. Вы знаете, что это язык католической церкви, язык литературных памятников, лирических памятников, ораторского искусства, юридических документов. И наряду с древним греческим, кстати, является источником международной терминологии. И несколько небольших групп. Кельтская группа, ирландский и шотландский, греческая группа, новогреческий, среднегреческий, древнегреческий, новогреческий где-то с XII века, а среднегреческий с X века до нашей эры, по V век нашей эры. Армянская группа представлена одним языком армянским, и албанская группа представлена одним языком албанским. Так мы коротко рассмотрели с вами ветви индоевропейской семьи. Ну, чтобы вы не устали и перейти к следующему изложению материала, я попросила бы вас решить несколько лингвистических задач, которые предполагают исключение лишнего языка по основанию генеалогической классификации. Так, например, языки французский, испанский, итальянский, английский. Исключите лишний язык. Попытайтесь. Ну, сейчас дадим вам время подумать. Французский, испанский, итальянский, английский. Английский Вы бы английский исключили, верно, потому что английский – это язык индоевропейской семьи. Какой ветви? Германской группы, да? Дайте немножко время ответить, подумать. То есть они еще тоже первый раз вот учатся. Я написала в чат, что можно отвечать. Да-да-да. То есть исключить лишний язык по основанию генеалогической классификации, а именно здесь на основании принадлежности к определенной ветви или группы индоевропейских языков. Так, давайте я в чат напишу вопрос. Что надо исключить из чего? Лишний язык по основанию генеалогической классификации. Лишний из каких? Они уже забыли. Лишний язык по основанию генеалогической классификации. Из чего? Из ветвей индоевропейской семьи. То есть сколько языков и какой из них нам, как узнать, какой лишний? Да, то есть исключите лишний язык по основанию генеалогической классификации. То есть французский, испанский, итальянский – это языки. Испанский, итальянский, и какой-то из них лишний? И английский. Какой из них лишний? Вот я задала вопрос. Они пока, видимо, соображают, что куда смотреть. Может, вернемся чуть позже к нему или подождем? Да, мы еще пару заданий дадим. Английский. Английский. Верно. Английский язык – это германский
германская ветвь, а французский, испанский, итальянский – это романская ветвь индоевропейской семьи. Следовательно, в этой лингвистической задаче лишний английский язык. Еще несколько языков для того, чтобы вы просто проверили себя. Польский, чешский, болгарский, литовский. Чешский. Литовский. Верно, совершенно верно, литовский, потому что это Это не славянский, да, это балтийский язык. Балтийская ветвь, совершенно верно. Еще одно задание, лингвистическая задачка. Украинский, молдавский, белорусский. Молдавский. Верно. Почему? Романская группа языков. Потому что молдавский – романская ветвь, а украинский, белорусский – славянская ветвь. А еще, пожалуйста, литовский, латышский, эстонский. Эстонский, финно-угорский. Совершенно верно. Башкирский, чувашский, молдавский. А вот здесь посложнее, поскольку мы еще не рассматривали тюркские языки, но, по-видимому, вы все-таки имеете представление о тюркских языках. И вот если мы возьмем башкирский, чувашский и молдавский, то исключим молдавский, потому что башкирский и чувашский – это тюркские языки, о которых мы сейчас будем говорить, а молдавский – это язык индоевропейской семьи, романской ветви. Еще один такой марийский, башкирский, коми. Вот это Башкирский. Башкирский. Верно. Вот видите, мы еще не говорили об этих языках, а вы знаете эти языки. Значит, башкирский… Какой лишний вы сказали? Нет, здесь какой лишний? Башкирский, марийский, коми. Здесь башкирский лесной. Да, башкирский, поскольку он тюркский, а марийский, коми – это… Финно-угорский. Верно, замечательно. И последнее. Казахский, киргизский, таджикский. Ну, таджикский, конечно. Вот, умнички. Казахский, киргизский, таджикский. Таджикский, поскольку это иранская ветвь индоевропейской семьи, а казахский и киргизский – это языки тюркские, агузская группа. Тем самым мы перейдем с вами к тюркским языкам. И конкретно не только к тюркским языкам, но и к тюркским языкам Сибири. К основным, конечно, языкам. У вас у всех на слуху основные тюркские языки. Их более 30 языков. Прежде всего это турецкий, затем язык туркменский. Это на юго-западе Средней Азии со столицей Ашхабад, напомню вам, Туркменистан. Далее язык азербайджанский. Это восточное Закавказье. Вы знаете, что это столица Баку, государство. Далее узбекский язык. Это центральная часть Средней Азии, тоже тюркский язык, узбекский, Узбекистан со столицей Ташкент. Кумыкский есть тюркский язык, это общий язык для кавказских народов Дагестана. Казанско-татарский, башкирский, о котором мы только что говорили, это столица Уфа, европейская часть Российской Федерации, Башкирия. Якутский язык, ну это Северная Сибирь, вы знаете, Якутск. Чувашский язык – это тоже средняя часть европейская, только ближе к Уралу. Это Чувашия со столицей Чебоксары. Алтайский язык в юго-западной Сибири в основном на нем говорят. Шорский язык – это уже малые народы, малые этнические народы, шорцы. Они проживают на территории Кемеровской области по рекам Мрассу и Кондома. Телеутский, кумандинский – это совсем уже малые языки, которые в Горно-Алтайской автономной республике бывшей до постсоветского пространства проживали. А также Хакасия, республика Хакасия, вы знаете, со столицей Абакан, Казахстан, столица Нур-Султан на постсоветском пространстве, Каракалпакский в Узбекистане и многие другие. Мне бы хотелось немножко остановиться на тюркских языках Сибири. Самый крупный, самый северный тюркоязычный народ Сибири – это якуты. Якутский язык – это язык коренного населения республики Саха. Сами якуты называют себя Саха. Это вы должны знать.
Далее долганский язык, он очень близок к якутскому. Живут долганы на полуострове Таймыр в южной его части. И вот, чтобы вы немножко передохнули, я вам дружескую эпиграмму известного российского языковеда Евгения Арнольдовича Хилимского приведу. Будучи в экспедиции, Хилимский на полуострове Таймыр написал остроумную дружескую эпиграмму редактору газеты «Таймыр» Левенко и его жене. Газету «Таймыр» читают до дыр. Малочисленные эмцы, многочисленные немцы, православные долганы, шаманисты-нганасаны, шитолицы-эвенки, но особенно ливенки. То есть вот на полуострове Таймыр проживают такие народы. Но особенно газету до дыр читают ливенки. С юмором так, с дружеским. Далее, к южным языкам Сибири принадлежит тувинский язык. Тувинцы – это коренное население южных склонов Саян, республика со столицей Кызыл, республика Тыва, она сейчас на постсоветском пространстве именуется, а ранее была Тувинская республика. Тувинцы называют себя потому что Тыва. Хакасский язык. Хакасы – коренное население Минусинской котловины и предгорий западных Саян в республике Хакасия, столица Абакан. Шорский язык, я уже говорила, на территории Кемеровской области, в бассейне рек Томи и ее притоков Мрасу и Кондамы. Очень малочисленная народность. Алтайский язык на территории Южной Сибири. Вот все эти тюркские языки на территории Сибири расположены. Хотелось бы еще обратить внимание на уральскую семью языков, вот в частности финно-угорскую группу и группу обско-угорскую. Вот угорские языки – это языки венгерский, мансийский и хантыйский. Ну, Манси, вы знаете, это Ханты-Мансийский округ. Субъект сейчас он на постсоветском пространстве – это крупный субъект Российской Федерации. И, кстати, очень богатый нефтяной субъект. Вот ханты и манси проживают. А венгры, естественно, в Европе. Возникает вопрос, почему и как. Это, в общем-то, отдельное исследование. Скажу только, что когда-то представители угорской ветви перекочевали через Урал и осели в Европе. И там и возник венгерский язык. А манси и ханты, вот они на территории Сибири остались. Финские языки – это суоми, эстонский, карельский. Пермская группа коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмурский, марийский. Вот об этих языках мы уже говорили. Мордовский, который, кстати, подразделяется на эрзе-мордовский и мокша-мордовский. Ну, мордовский – это тоже сейчас отдельный субъект Российской Федерации со столицей Саранск. А вот самодийские языки близки финно-угорским языкам. И вместе они даже составляют, по мнению многих лингвистов, с финно-угорскими, с угрофинскими, уральскую семью. Прежде всего, это ненцы, ненецкий язык. Ненцы занимают обширную территорию от Белого моря на западе до реки Енисей на востоке. Ну, вы знаете, Ненецкий национальный округ с центром Нарьян-Мар, Ямало-Ненецкий округ в Тюменской области. На полуострове Ямал они живут и в Таймырском или Долгано-Ненецком бывшем округе с Дудинкой во главе. Энецкий, Нганасанский и Селькупский. Ну, энцы – это немногочисленный народ. Я вот уже вам зачитывала это. Малочисленные энцы, многочисленные немцы, православные долганы. Так, Нганасанский язык – тоже малочисленная народность. Селькупский язык. Селькупы проживают на оби ее притоков. То есть прежде они были на оби ее притоков, затем какая-то часть переселилась в Красноярский край или Туруханский район Красноярского края. Вот это основные языки этих известных наиболее семей. И вот хотелось бы обратить ваше внимание на типологические особенности самодийских этносов или коренных этносов, языков, самодийских языков, коренных этносов Северной Азии, отличающие эти языки от русского языка и ведущих европейских языков.
Главная типологическая особенность – это наличие в грамматических системах глагольной категории засвидетельствованности или эвиденциальности. Данная глагольная категория выполняет в межиндивидуальном речевом общении особую коммуникативную функцию – указание источника сообщаемой информации. Причем указание источника сообщаемой ситуации является обязательным, поскольку выражается элементами кода, то есть морфологическими показателями эвиденциальных глагольных форм, а проще аффиксами в глагольной словоформе. Для носителей русского языка обязательное указание источника информации может показаться непривычным. Говорящий по-русски указывает на источник сведений о ситуации только в том случае, если эта информация представляется необходимой. Например, если говорящий хочет подчеркнуть, что он лично наблюдал описываемое событие. У меня на глазах, я сам видел, как и так далее. Или наоборот, если говорящий хочет снять с себя ответственность за достоверность сообщаемой информации, как говорят, по слухам и другое. Однако в языках Северной Азии, в частности самодельских языках, и что интересно, типологическая такая параллель, во многих языках индейцев Северной Америки подобного рода комментарий говорящего встроен в систему грамматических форм глагола, то есть является обязательным. Употребляя глагольную словоформу, говорящий не может уклониться от того, чтобы сообщить, каким образом он узнал об описываемой ситуации. Так, например, если говорящий воспринимал ситуацию только слухом, то есть невидимую ситуацию, то он употребляет глагольную форму с суффиксом слуховой засвидетельствованности. Суффикс слуховой засвидетельности в самодельских языках, получивший название аудитив, очень характерен для традиционных культур вот с определенными сферами сакрального общения. Так, например, в ненецком языке в сфере сакрального общения в текстах песен ненецких шаманов аудитив выполняет функцию указания на слуховой источник информации. То есть в процессе шаманского обряда, камлания шаманского, призванные шаманом духи-помощники невидимы по традициям духовной культуры и мифологического мировоззрения самодельцев. Этап прибытия их в процессе обряда отражается в сообщениях шамана, в котором роль конечного сказуемого выполняет глагол в аудитивной форме. Аудитивная форма указывает на невидимость прибывших духов и на установление факта их прибытия шаманом только по звукам, которые способен непосредственно воспринимать только шаман. Вот эта особенность вот этих сенсорно-эвиденциальных форм, как мы их называем, те, кто занимается эвиденциальностью, она характерна именно для традиционных культур, в которых были вот такие сакральные источники информации. И разумеется, что при дальнейшей социокультурном изменении меняются и грамматические категории в языках. И в частности, вот эта грамматическая категория эвиденциальности в самодельских языках начинает не эволюционировать в сторону убывания. И уже, например, в селькупском языке в начале 20-го даже столетия она сохраняется только в северных диалектах, на Тазе, в Туруханском районе Красноярского края. А вот в южных диалектах селькупского языка, я говорила ранее, что селькупы в основном на Средней Оби, ее притоках проживали, но часть из них вот переселилась в Красноярский край. Туруханский район. Так вот там, где они были все-таки в большей изоляции, эта грамматическая категория сохраняется и функционирует даже в некоторых высказываниях в настоящее время. А на Средней Оби, где очень сильным было двуязычие русско-селькупское, и где русский язык оказывал значительное влияние, и где исчезал институт шаманизма, этот институт был очень крупным институтом, фактически шаманизм помогал выживать в таких сложных вот условиях северных. И если этот институт постепенно отмирает, то происходит и как бы исчезновение грамматической категории эвиденциальности.
И вот, кстати, другими источниками информации, кроме слуховой засвидетельности, о которой я сказала, могут быть зрительное восприятие, это прямая засвидетельственность, и особый суффикс, или логический вывод о ненаблюдавшейся ситуации по ее наблюдаемым явным следствиям. Это инференциальность, особый суффикс. Кстати, инференциальность в этих традиционных культурах, она прежде всего используется вот по следам, что особо важно для традиционных охотничьих культур. Далее план прошлого выделяется. Это личная память, которая очерчивается семантикой «отчетливо помню». И это особый суффикс. План прошлого за пределами жизни говорящего, то есть семантика личной незасвидетельственности. Это косвенная эвиденциальность, особый суффикс. И здесь, кстати, возникает интереснейшая проблема наличия грамматического времени в данных, например, самодийских языках. Поскольку вот личная память, то есть отчетливо помню, это суффикс только для именно отчетливой памяти на протяжении жизни говорящего. А если прошлое за пределами жизни говорящего, то уже другой суффикс. То есть интересная проблема возникает, и мне кажется, что в этих языках самодийских первоначально все-таки была эвиденциальность как грамматическая категория, а грамматическая категория времени отсутствовала. Вот, не знаю, сколько там у нас еще времени осталось. Да, все? Нет, подождите, нет, ваших 3:20 только начнется. Угу. У нас, подождите, сейчас у нас время. Нет, у вас еще 10 минут есть, еще вопросы будут. Хорошо. То есть вы еще можете говорить. Да. Я вот хотела бы еще вернуться к сравнительно-историческому языкознанию на новом этапе, на сегодняшнем. И вот хотела бы вам рассказать о том, что я вначале упомянула, что датский языковед Педерсен выступил с гипотезой, предполагающей родство индоевропейских, семитохаминских, уральских и ряда других языков Евразии, что все они образуют сверхсемью, и все они восходят к праязыку. Кстати, эта гипотеза основывалась главным образом на совпадении личных местоимений, относящихся к разным семьям. Например, даже по-мордовски «мон», «тон», «сон», «я», «ты», «он», а по-французски, например, слова с таким же содержанием звучат так же. То есть сходство звучания означает здесь многое. Вслед за Педерсоном многие ученые стали отыскивать общие корни в языках разных семей. Предполагается, что распад индоевропейского праязыка начался около 6000 лет назад, а следовательно распад настратического языка должен был начаться на много тысяч лет раньше. Русский лингвист Долгопольский подсчитал, что вероятность случайного совпадения в корнях настратических языках мала. Корни совпадают в силу закономерности, являющейся результатом древнего родства. И если это родство существовало, то между отдельными семьями должны быть законы звуковых соответствий. Каждому звуку в индоевропейском праязыке должны отвечать совершенно определенные звуки в уральском, картвельском и других праязыках. То есть методика сравнительно-исторических исследований остается прежней, но масштаб меняется. На правах отдельных языков выступают уже целые семьи языков. Сравниваются праязыки. И вот ученый Ильич Свитыч, цитату которого я приводила в начале сообщения, сопоставлял сразу несколько праязыков и вывел строгие формулы соответствия звуков индоевропейских, и уральских, и других праязыков. То есть он показал, как древнейшие корни настратического языка, ностер от латинского слова «наш», да, настратические языки, расщеплялись и давали корни в индоевропейских, уральских и других праязыках. По всей вероятности, считают они, эти исследователи, распад настратической сверхсемьи начался в XIII-XV веках до нашей эры. Какие ветви они предлагают? Какие ветви входят в состав настратического древа? Вот Ильич Свитыч, например, исследовал индоевропейский, семито-хамитский, картвельский, тунгусо-маньчжурский, чукотко-камчатский, юкагирский, корейский языки. Вот такой список ностратических языков предлагают сторонники ностратического языкознания.
Вот это я вернулась немножечко к сравнительно-историческому методу, который описывала. Ну, время наше заканчивается. Коротко я рассказала вам о генеалогической, об основах генеалогической классификации языков. Спасибо за внимание. Да, ждем вопросы. Да, если появятся вопросы, пожалуйста. Ждем вопросы. Ну, наверное, следующую лекцию. Немножко еще чуть-чуть подождите. Да. Сейчас Ольга. Микрофон включен. Людмила Алексеевна, да, я хочу вас поприветствовать и одновременно поблагодарить за столь интересную лекцию. И у нас вот Богдан Храмов, он поднял руку. Да, Богдан, включите, пожалуйста, камеру, если возможно. Вот. Угу. Да, Богдан. Да, здравствуйте. Во-первых, мы хотим то, что мы магистранты Амурского государственного университета, мы, Людмила Алексеевна, выражаем вам, конечно, глубокую признательность за ваше профессиональное мастерство, ваш педагогический и лингвистический талант. Также благодарим вас за ваш практический опыт и профессионализм, который вы нам продемонстрировали. Спасибо вам огромное за неустанный труд и творческий подход к порученному делу. И можно мне, пожалуйста, к вам задать такой вопрос, очень интересующий к вам вопрос. Я бы хотел узнать, как меняются сейчас языки, то есть это изменение идет в положительном ключе или же в отрицательном? Так, вы имеете в виду языки мира или языки, Да. языки мира? Угу. Положительным или отрицательным? Языки Сибири или языки мира? Да, ну, действительно. Вот что касается языков Сибири, то вследствие двуязычия происходит вымирание некоторых языков. Вследствие влияния старописьменного, значит, литературного русского языка на малые языки коренных народов, например, Северной Азии, Сибири, вот в частности селькупский язык, уже фактически прекращает свое существование. Мы уже можем даже говорить, что это мертвый язык, хотя, конечно, его пытаются восстановить языковеды, лингвисты, которые в Томском университете этим занимаются. Создают даже письменность, пытались создать, но, конечно, она не прижилась. То есть вот, что касается языков народов Сибири, то действительно вот это, как вы говорите, в отрицательном плане, можно сказать, многие языки народов Сибири вследствие вот этого русского двуязычия прекращают свое существование. Ну а что касается языков мира, я думаю, что здесь дело обстоит более благополучно. Языки развиваются вследствие развития технических и других, значит, сторон жизнедеятельности человека. Многие языки становятся государственными даже, которые ранее не были государственными. То есть здесь, я думаю, идет все-таки нормальный, эволюционный, положительный процесс развития языков мира. Ну хорошо, а может еще такой вопрос, то есть, а в каком языке больше всего грамматических времен? В каком языке больше всего грамматических времен? Ну, сложно ответить на этот вопрос. Сложно ответить на этот вопрос. Ну, Вот сейчас в русском языке же, вот у нас в основном 3 же времени, да, вот раньше же да, были вот эти аорис, перфект, перфект, плюс там перфект. да. А почему они вот сейчас не используются в наше время? Ну, потому что значения, которые они выражали, уже как бы уходят из жизни, и остаются только существенно важные какие-то временные аспекты. Вот настоящее, будущее, прошедшее. Угу. Вот так я понимаю. Хорошо, спасибо. Все. Значит, тогда можно попрощаться.
Да, дорогая Людмила Алексеевна, спасибо вам огромное за вашу лекцию. Вот, мне особенно понравилось, что вы сделали акцент на теме вашего исследования, это эвиденциальности, потому что наши студенты, они в основном изучают русский язык, китайский язык и английский язык, и они сталкиваются с такими категориями, как видовременные, да, формы. Вот. А вот именно эта категория, она, конечно же, вот как бы нами особо не рассматривается, поскольку языки Сибири, они не входят в профиль. Поэтому вот эта ваша лекция была нам очень-очень ценна, и мы очень рады, что у нас есть возможность сегодня слушать вас. Спасибо вам Спасибо большое. вам огромное, спасибо за внимание. Я очень рада, что сумела как-то вот какие-то положительные эмоции вызвать у наших будущих коллег, лингвистов, языковедов. Спасибо вам, всего доброго. До свидания.